صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Итак, мы дошли до слов имама Тахауи وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Согласно этому служили Аллаху, Господу миров. Вспоминаем, то есть имам Тахауи рассказывает, что он выстроил акиду, опираясь на слова фукаха милля, ученых нашей религии. Они Абу Ханифа, его ученик имам Абу Юсуф, также его ученик имам Мухаммад Шайбани, рахматуллахи алейхим аджмаин. И также дальше он продолжает и говорит, как они брали дин, взяли в качестве религии, служили согласно этому, согласно этой акиде, этому убеждению Аллаху, Господу миров. Здесь есть очень интересная мысль, которая тоже является доказательством истинности акиды Ахли Сунна валь Джамаа. Мы с вами говорили, что мазхаб в акиде он может быть только один, и он есть один. Этот мазхаб называется мазхабом Ахли Сунна валь Джамаа. Но есть различные пути понимания, турук, тарик в понимании акиды. И ученых было много. Но посмотрите на такие великие имена, как имам Ашари, имам Матуриди, сам имам Тахауи, автор этой книги. Они жили примерно в одно время, они не встречались, но изложили одно и то же. Разве три человека могли ошибаться? Когда наши оппоненты, то есть люди, скажем, безмазхабники или псевдосаляфиты, пытаются проявить какие-то нападки на нашу акиду, на вероубеждение Ахли Сунна, то пусть зададутся вопросом, разве возможно, чтобы с трех сторон света ученые, разные ученые написали одно и то же? То есть в акиде имама Аш'ари, то есть посмотрим на нее, посмотрим на акиду имама, книги, которую написал имам Матуриди, мы не найдем разногласий. Даже Камалюддин ибн Хамам в своей книге, он приводит всего лишь несколько, то есть чуть более десятка разногласий и приходит к выводу, что они ляввы, они все словесные разногласия. То есть в основе, в усуле среди Ахли Сунна разногласий нет. В основных вопросах разногласий быть не может. То есть если даже обратиться к теории вероятности, какой процент того, чтобы разные люди в разных точках света написали одно и то же, призывали к одному и тому же. То есть были му'тазилиты, различные секты, появились, то есть софисты, которые отвергали материю, агностики, которые считали, что то есть мир невозможно познать, говорили о трансцендентности мира, что его то есть невозможно познать. Имам Матурди давал им ответ, говорил, есть и разум, есть хабар, на который мы ссылаемся. То есть мир, он теоретически его то есть познать можно. Трансцендентен только лишь Господь, которого то есть его невозможно познать в полной мере, познать его суть, кроме... То есть мы можем познать Господа настолько, насколько Он раскрыл себя, дал нам узнать о своих качествах в Коране. Итак, وَيَدِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Согласно этому служили Аллаху, Господу миров. Вот этот матом. Итак, здесь слово «рабб». И, наверное, в сегодняшнем уроке мы остановимся на этом слове. Попробуем понять смысл этого слова «рабб». Будем опираться на Коран, будем опираться на Сунну. В словаре мы посмотрим
Это как передал имам Табари, рахимуллах, в своем тафсире. Он сказал, что слово «раб», привел пример суру Аль-Фатиха, в словах и в речи арабов употребляется как «господь» или же «хозяин». Это, то есть «саид», «господин». И даже «господ», например, тот, кто кем-то обладал, например, есть господин, есть раб, его тоже есть раб в смысле подчиненный, господин тоже на арабском называли «рабб», как бы господин, в этом смысле. Также есть смысл у слова «раб» как «малик», тот, кто обладает той или иной вещью, чем-то обладает. То есть «саид», исправляющий какие-то дела, король, обладающий. Вот эти смыслы приводит имам Табари в своем тафсире. Обращаемся к суре Аль-Фатиха. Альхамду лиллахи раббил алямин, ар-рахманир рахим, малики яумиддин. Мы читаем «малики», переводим как «царь», «патша», «правитель», «падишах», «дня суда», «страшного дня», «дня расчета». «Малик» – это замена слова «рабб» по своей сути. Почему? Потому что не может быть Господом, настоящим раббом, настоящим Господом, никто, кроме того, кто обладает этим. Невозможно господствовать над чем-то, не являясь королем или хозяином этой вещи. То есть не может быть раббом тот, кто не малик. Понятно? То есть если он не малик, тем более же он уже не Господь. Есть другой смысл, который означает тарбия, воспитание. Когда воспитывают, тот, кто воспитывает, у него есть право запретить, что-то повелеть. Ну, представьте ребенка. Ты говоришь, не трогай, или сделай вот это, принеси вот это. Когда мы смотрим на это слово, употребляем к отношению к Аллаху, то мы понимаем, что только Он может установить запрет, какой-то закон шариата, сделать харам и что-то халялем сделать, что-то создать или что-то уничтожить. Может только Всевышний Аллах, субхану ва тааля. И это и есть суть истинная тарбия. Настоящее воспитание может сделать только тот, кто создал из ничего, тот, кто может нас умертвить, тот, кто может нам приказать или запретить что-то. Вот это настоящая тарбия. Он говорит, вот это харам, это тебе дозволено. Он воспитывает нас тем самым. Но когда мы используем слово тарбия по отношению к махлюкам, к творениям Всевышнего Аллаху, например, представим отца по отношению к своему ребенку, то здесь это тарбия идафия. Она только относится к нему, потому что отец в своей сути он не обладает ребенком. Есть некое мнимое обладание, он говорит, я его хозяин, то есть мы его родили, вот мы его воспитываем, то есть это только мнимое обладание, на самом деле, то есть оно частичное. Можно сказать, что отец, он некий султан по отношению к своему ребенку, но время его султанства определено, оно ограничено. То есть до какого-то времени он может быть авторитетом для своего ребенка или до какого-то периода он может его воспитывать и так далее. А что же касается Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, то он постоянный султан, он вечный султан над всеми своими махлюками, то есть султан хакики, истинный султан, то есть истинный. Он обладает нами, он может сделать с нами все, что угодно. Помните, мы читали айбара, интересно, «Бейн аль-магриби валь айша, яф'алю Аллаху ма яша». Даже в короткое время между Ахшамом и Ясту Всевышний Аллах может сотворить все, что угодно. Может уничтожить этот мир и по новой его создать. Для него это просто. Что же касается всех пророков, все анбия, алейхимуссалям, когда они приходили, они утверждали о том, что ибада, поклонение помимо Аллаха, любое поклонение помимо Аллаха – это куфр, это неверие. То есть сейчас вы поймете, к чему это. То есть мы с вами раскрываем сначала смысл понятия «рабб». Дальше мы с вами поговорим о смысле слова «рубубия», что это означает. Затем, иншаллах, мы затронем ошибку в понимании качества вот этого слова «рубубия» Ибн Базом. В чем он ошибся? И приведем пример из его книги. Любое поклонение кому-либо помимо Всевышнего Аллаха – это куфр, это неверие.
Даже если человек не верит в то, что тот, кому он поклоняется, он создал этот мир. Даже если он в это не верит, это все равно будет актом неверия. Даже если он будет подразумевать, что это действие приближает его к Всевышнему Аллаху, это поклонение. Так как любое поклонение – это нигайяту та'зим, это самая высшая точка возвеличивания. То есть человек выходит и начинает делать айбадат кому-либо, значит, он показывает, что это самая великая точка его возвеличивания, его уважения. И самое великое возвеличивание, самая великая точка уважения, она не может относиться к тому, кто не делает тебе, не одаривает тебя ни'матами, икрамами. Это только Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Это приводится в тафсире Фахру Рази. Сказал Абу Лейс Самарканди в своем тафсире, который называется Бахруль Улюм. Он привел, то есть после аята «Аста'иду биллах, ва ла яттахида ба'дуна ба'дан арбабам мин дуниллах». Здесь слово «раб», если вы услышали. То есть «ва ла яттахида ба'дуна ба'дан арбабам мин дуниллах». И не брали, то есть они не брали в качестве рабба, в качестве Господа других, помимо Всевышнего Аллаха. Почему? Почему об этом было сказано? Потому что они поклонялись Исе, алейхиссалям, Иисусу, как Господу, помимо Всевышнего Аллаха. Также было сказано в этом тафсире, что запрещено следовать друг другу в ослушании Всевышнего Аллаха, в грехах. И говорится в Коране: «Аста'иду билля, иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбабам мин дуниллах». И они взяли своих, скажем, монахов, руководителей, духовных руководителей господами, слово «раб», то есть как Господа, помимо Всевышнего Аллаха. И что это означает? Они следовали за ними в ослушании, в грехах. Они совершали какие-то грехи, дозволяли им что-то, а они были последней точкой, то есть спрашивали их какой-то вопрос, и они говорили: это харам, это нельзя, а вот это можно. Разрешали то, что Господь запретил, или дозволяли то, что Он, то есть разрешали то, что Он запретил, и запрещали то, что Он разрешил. Аста'иду биллах, ва ла я'муракум ан таттахизуль малаиката ван набийина арбаба, а я'муракум биль куфри ба'да ид антум муслимун. И вам не велели, не приказывали, чтобы вы брали ангелов или пророков господами себе, как Господа. То есть разве будет вам приказано неверие после того, как вы стали мусульманами? И шейх Самарканди, он говорит, вот слово «арбаба» здесь подразумевается Иса и Узейр. Иса и Узейр, также ангелы, салаватуллахи алейхим аджмаин. И если вам повелят это, если бы было такое повеление, то человек бы все равно совершил куфр. Если бы он поклонялся Исе, если бы он поклонялся Узейру. Помним историю про Узейра, мы рассказывали, да? На прошлых уроках мы говорили о Узейре, алейхиссалям. А Иса, алейхиссалям, мы знаем, говорится в Коране о Иса, алейхиссалям, что он, насара сказали Иса ибнуллах. Они сказали, что Иса – это сын Господа. А иудеи назвали Узейра сыном Господа. Про него можно прочитать в суре Аль-Бакара. Это второй джуз, начало третьего джуза, получается. Рубубия – это не только создание чего-то. Рубубия, то есть быть раббом, Господом, это означает иметь право запрещать, позволять. Тот, кто нам все запрещает, тот, кто нам дозволяет, Всевышний, это и есть рубубия, сделать что-то халялем и сделать что-то харамом. Это чья прерогатива? Кто нам может это запретить? То есть Аллах говорит, это харам. Аллах говорит нам в Коране, это халяль. Также руя приводится у имама Тирмизи, ана Ади ибн Хатим, атайту наби, саллаллаху, я как-то пришел к пророку, саллаллаху алейхиссалям, я услышал, он читал суру Бараа, суру Тауба, «Иттахазу ахбарахум ва рухбанахум арбаба мин дуниллах». Этот аят прочитал. И затем сказал, они на самом деле не поклонялись им, но когда те делали им халялем что-то, они брали это себе, и когда они считали это халялем, и когда те
господа, кого они взяли себе Господом, они им запрещали что-то, они это воспринимали. То есть понимаем смысл рубубия. Если мы считаем, что кто-то помимо Аллаха Субхану Тааля может нам харамом сделать или халялем, это и есть нарушение смысла рубубии. Не только тот, он нас создал или не создал. То есть, несмотря на запрет Господа, люди постоянно ищут различные фатвы, ищут что-то себе, какое-то облегчение. Вот можно привести один хадис. «Ля якунанна фи уммати аквамун ястахиллуна хирра валь харира валь хамра валь маазиф». Обязательно в моей умме появятся люди, которые будут разрешать шелк, зина, музыку и спиртное. То есть начнут искать пути, чтобы облегчить и разрешить это. Обязательно появятся такие люди, которые будут это дозволять, говорит пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть есть какой-то запрет конкретно, человек все равно, опираясь, смотря на свой нафс, начинает продолжать искать какие-то пути.